Хочу отметить, что я впервые принимаю участие в уголовном процессе, в том числе в качестве защитника. И участие в качестве защитника в данном процессе для меня еще более уникально, потому что я и Ильяс Барухоев, мы в этом процессе защищаем своих близких родственников, своих отцов. И сегодня по воле Всевышнего, которые оказались на скамье подсудимых, и это придает определенный эмоциональный оттенок нашему участию в этом процессе, но тем не менее, учитывая, что в этом процессе я участвую в качестве адвоката, Ильяс Барухоев участвует в качестве общественного защитника, с учетом этого у нас была возможность, отбросив эмоции в сторону, скрупулезно изучить материал уголовного дела, те документы, которые были приобщены на стадии предварительного следствия, изучить обвинительное заключение, услышать позицию стороны обвинения в ходе судебного следствия, ознакомиться с показаниями свидетелей, потерпевших, изучить видеоматериалы, письменные доказательства, приобщенные в ходе судебного разбирательства. Проанализировал всю эту информацию с юридической точки зрения, с уверенностью можно сказать, и это очень часто повторялось многими коллегами, которые выступали до меня, что в материалах дела нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало вину подсудимых, всех подсудимых, не только Малсага Ужахова, но и всех подсудимых относительно предъявленного обвинения. И в первую очередь это касается обвинения по этой отвратительной статье 282.1, то есть создание, организация и участие в экстремистском сообществе. И выступающие до меня коллеги, они очень подробно, каждый по-своему обращая внимание на все неточности, на все ошибки, которые были допущены и следствием, и обвинением относительно предъявленного обвинения, очень подробно описали для участников процесса, для вас, уважаемый суд, относительно того, что это обвинение, оно не обосновано. И хотя обвинение и следствие соблюло эту формальность, составив итоговый процессуальный документ в виде обвинительного заключения, но по сути в этом обвинительном заключении абсолютно ничем не подтверждены те доводы, которые были изложены в нем. И в этой связи я посчитал возможным со своей стороны, тем более, что я выступаю одним из последних на стадии прений, обобщить все, что было сказано до меня, моими коллегами, мной, и будет сказано Ильязом Барухоевым. И как бы можно сказать, что мы изложим это в противовес обвинительному заключению в качестве оправдательного заключения. И отличием этого оправдательного заключения будет то, что оно аргументировано, оно обосновано, оно основано на конкретных, допустимых и достаточных на самом деле доказательств, которые опровергают вину небрежно и нарыжно составленного обвинительного заключения. И в этой связи, если переходить к фабуле обвинения, начну с самого начала. Самый первый эпизод, который указывается в обвинительном заключении, и в котором можно отметить, что обвинение начинается с грубой ошибки в виде информации, не соответствующей действительности. И эта ошибка, на мой взгляд, как бы сейчас не пытались нивелировать ее значение, акцентируя внимание исключительно на событиях утра 27 марта 2019 года, имеет одно из ключевых значений, по сути являясь показателем работы следствия и обвинения. Речь идет о том, что в обвинительном заключении указано, что это экстремистское сообщество было создано Ужаховым, Мальсаговым, Барухоевым не позднее 31 мая 2018 года. При этом в материалу дела были представлены письменные видеодоказательства относительно того, что Барухоев, Мальсагов и Ужахов в мае 2018 года просто-напросто друг друга не знали. Соответственно, не зная друг друга, они не могли создать никакое экстремистское сообщество. Поэтому в этой части здесь коллега Сабинин отмечал, что он ждал на стадии прений сторон небольшую корректировку обвинения со стороны гособвинителей. И я тоже ждал эту корректировку, и в первую очередь в части того, когда все-таки было создано экстремистское сообщество. Но мы, по сути, услышали только корректировку относительно создания Ингушского комитета национального единства, как оно создавалось и кем оно создавалось. А также получилась корректировка относительно количества свидетелей обвинения, на которых основано обвинение со стороны прокуроров. То есть оно с каждым разом все меньше и меньше становится. К этому вопросу я вернусь чуть позже.
И что из этого следует, учитывая то, что на мае 2018 года Ужахов не был знаком ни с кем, кроме Хаутиева Багаудина, которого он знал с 2015 года. Из этого следует, что, во-первых, следствие обвинения, выдумывая в течение 2,5 лет экстремистское сообщество, так и не удосужилось придумать более достоверную хронологию преступных событий, по их мнению, и дату создания сообщества, не говоря уже о других фактических обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Во-вторых, символично, что с учетом этой грубой ошибки обвинение, по сути, рушится в самом его зародыше, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда за номером 11, на который здесь очень часто ссылались, и которая в пункте 14 разъясняет, что уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества наступает с момента фактического образования указанного сообщества, то есть с момента объединения двух и более лиц в устойчивую группу в целях подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности. На сегодняшний день момент фактического образования сообщества и объединения двух и более лиц в устойчивую группу стороной обвинения не установлен и не определен. Они могли бы скорректировать, опять же, повторяюсь, это обвинение с учетом тех материалов, которые мы предоставляли. Но уже явно это явный провал со стороны обвинения и следствия, что в мае 2018 года эти люди что-то могли организовать. Они, повторяюсь, не могли этого сделать с учетом того, что они не были знакомы. Мы, по нашей инициативе, был запрошен биллинг из ПАО «Мегафон» относительно того, были ли между ними какие-то контакты, хотя бы посредством мобильной связи. К сожалению, база не сохранилась, как нам разъяснил ПАО «Мегафон». И это является дополнительным, точнее, как вам сказать, мы вам предоставили доказательства того, что они все-таки не были знакомыми, а отсутствие иных сведений, это тоже играет, как бы, получается, в нашу пользу. А заявляя о том, что эти люди могли создать какое-то сообщество, голословно об этом заявляя, прокуратура с точки зрения доказательной базы ничем это не подтверждает. Просто они об этом объявляют и все. Хотя здесь, опять же, часто упоминалось, что в уголовном процессе мы не должны были доказывать свою невиновность, доказывать вину должна была сторона обвинения. Относительно политической вражды. Здесь тоже, опять же, очень часто упоминали коллеги, ссылаясь, опять же, на разъяснение Пленума Верховного Суда номер 11, который разъясняет нам, что нельзя считать политической враждой. То есть из разъяснений мы понимаем, какие преступления, какие действия, какую деятельность нельзя смешивать с политической враждой. Коллега Дзугаев Билан ссылался на постановление судьи Конституционного суда, который по отношению является к вам вышестоящей инстанцией, который подробно и грамотно разъяснял относительно того, что можно считать политической враждой. Но несмотря на это, понятие политической вражды, оно все-таки является юридически размытым, законодательно неопределенным. Тем не менее, можно констатировать, что у Ужахова и остальных подсудимых никакой политической вражды к Евкурову как главе республики не было. И это также подтверждается материалами дела, в том числе, которые были представлены стороной обвинения. Было непонимание и несогласие с некоторыми политическими шагами Евкурова, во главу угла которых стало подписание предательского соглашения об установлении границы между двумя субъектами Республики Ингушетия и Чеченской Республики 26 сентября 2018 года. Помимо того, что это соглашение было подписано без учета и вопреки воле и мнению ингушского народа, в нарушении установленных законодательных процедур, подписание этого соглашения также противоречило политике, действиям и словам самого Евкурова, озвученным по этому же вопросу в 2013 году. Ведь на съезде народа Ингушетии 20 апреля 2013 года была, по сути, поставлена точка в определении границ. По крайней мере, была озвучена позиция республики в вопросе определения границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Были подведены итоги работы комиссии, которая создавалась тогда, и председателем которой был тогдашний председатель парламента Дидигов. И в этом направлении была проведена работа, были оглашены результаты этой комиссии. Но по прошествии нескольких лет теми же лицами из руководства республики принимается прямо противоположное решение и без учета мнения народа. Это обстоятельство не могло не возбудить общество, не могло не вызвать волну негодования, переросшую в протестную акцию и вызвавшую откровенную неприязнь большей части населения республики к действовавшему на тот момент руководству и лично к Евкурову. Недоброжелательное, неприязненное отношение к Евкурову и его команде выражалось в критике со стороны рядового гражданина и населения в целом по отношению к явно провокационным, противоречивым и незаконным действиям должностных лиц. В этой связи, опять же, Пленум Верховного Суда нам разъясняет,
что критика в средствах массовой информации должностных лиц, их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц. То есть должностное лицо ни в коем случае, когда его критикуют, тем более обоснованно критикуют, не должно воспринимать это за личное оскорбление. Ни само должностное лицо, ни обвинение, если дело доходит до уголовного дела. И это разъяснение Пленума Верховного Суда становится еще более актуальным, когда должностное лицо явно и бесцеремонно само создает все основания для критики его действий. Считаю необходимым обратить внимание, что в ходе публичных акций многие выражали недовольствие действиями главы республики, действиями председателя правительства Евлоева Зелимхана, действиями председателя Народного собрания Республики Ингушетия Яндиева, исполняющего обязанности Сукиева и некоторых депутатов парламента, а также другими должностными лицами, которые непосредственно были связаны с подписанием этого соглашения и его ратификацией дальнейшей. Недовольство этими лицами было непосредственно связано с их активными противозаконными действиями, но вражду приписали почему-то только главе республики. Повторюсь, никакой вражды к перечисленным лицам, политической вражды не было, была лишь обоснованная критика их незаконных действий. Но если даже допустить наличие этой вражды, то может она на самом деле была, допустим, к Евлоеву, или может она была к Сукиеву или другим должностным лицам. То есть возникает вопрос, два вопроса. На основании чего обвинение пришло к выводу о наличии в действиях подсудимых вражды? На основании чего они решили, что эта вражда является политической? И как они определили, что эта вражда была к Евкурову и только к нему, или к другим должностным лицам? Как они определили, мы так и не поняли. То есть вопрос остается открытым. Относительно цели экстремистского сообщества. В контексте обвинения о наличии политической вражды необходимо отметить, что вопрос об отставке Евкурова не стоял в мае-июне 2018 года. Почему в мае-июне акцентируется внимание? Потому что по версии обвинения это была первая публичная акция со стороны так называемого экстремистского сообщества. И повесткой дня митинга 2 июня 2018 года было возврат прямых выборов главы республики. Этот вопрос стал обсуждаться, вопрос об отставке, в обществе только в октябре после публичного заявления депутатов Народного собрания о фальсификации процесса голосования по вопросу ратификации соглашения. Тем не менее, подсудимые обвиняются в том, что, создав в мае 2018 года экстремистское сообщество, они были объединены целью смещения занимаемой должности, действующей на тот период главы республики Евкурова. Обвинение в этой части беспочвенно, так как при отсутствии доказательств создания экстремистского сообщества материалов дела нет и не может быть доказательства наличия у мифического сообщества каких-либо целей, тем более смещения кого-либо с какой-либо занимаемой должности. Наоборот, стороной защиты представлены доказательства, которыми опровергается версия следствия и обвинения в этой части. В обвинительном заключении также приводится версия того, что экстремистское сообщество имело целью подготовку и совершение преступлений, направленных на применение насилия к представителям власти. Приходится повторяться, что нет ни одного доказательства, подтверждающего эту версию обвинения. Если даже исходить из периода деятельности несуществующего экстремистского сообщества, то фактически обстоятельства дела складываются таким образом, что с мая 2018 года по март 2019 года были проведены около десятка публичных мероприятий, митинги, сходы, съезды, конгресс. И столкновение с сотрудниками Росгвардии произошло только на одном из них, самом последнем. Это обстоятельство, уважаемый суд, должно заинтересовать вас. Ведь с мая 2018 года по утру 27 марта 2019 года у организаторов публичных мероприятий не возникало никаких проблем с сотрудниками правоохранительных органов. Наоборот, сложилось доверительное, конструктивные взаимоотношения, в результате которых обе стороны дополняли друг друга, что способствовало высокому уровню организации и безопасности массовых мероприятий. Нельзя забывать, что некоторые публичные мероприятия завершались досрочно, что также опровергает версию о целях подсудимых и свидетельствует о полном взаимопонимании с представителями власти. Некоторые свидетели, в том числе обвинения здесь, подтверждали, что вот это взаимодействие, оно было налажено именно по инициативе представителей высокопоставленных должностных лиц органов правопорядка. Это министр внутренних дел, его замы, начальник ЦП на тот момент. То есть они были заинтересованы, чтобы эти люди им помогали в обеспечении порядка на этих публичных мероприятиях. Из фактических обстоятельств дела показаний подсудимых и свидетелей следует, что по сути деятельность руководителей и участников общественных движений Ингушетии в период протестных акций сводилась к оказанию содействия правоохранительным органам в осуществлении охраны общественного порядка. При этом общественные движения были задействованы именно по инициативе правоохранительных органов, как я говорил.
Вот здесь стоит обратить внимание, уважаемый суд. Таким образом, деятельность организаторов публичных акций и активистов из числа граждан республики была фактически регламентирована федеральным законом от 2 апреля 2014 года номер 44 об участии граждан в охране общественного порядка. То есть это взаимодействие, порядок взаимодействия, цели этого взаимодействия, они четко прописаны этим федеральным законом. И в статьях 2 и 8 этого закона предусмотрено, что граждане вправе участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов внутренних дел, полиции и иных правоохранительных органов. Под участием граждан в охране общественного порядка подразумевается оказание гражданами помощи органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах. Именно этим занимались люди, оказавшиеся сегодня на скамье подсудимых. В этой связи суд должен подробно и щепетильно изучить все обстоятельства, ставшие причиной столкновения утром 27 марта 2019 года, особенно с учетом того, что, исходя из некоторых показаний свидетелей, они эти столкновения характеризуют как спланированную провокацию. Призываю суд не ограничиваться версией следствия и обвинения, оценить все имеющиеся материалы дела, доказательства в этой части в совокупности. Здесь коллега Абукаров отмечал вчера, что по сути, чтобы в совокупности оценивать доказательства в рамках данного дела, этих доказательств самих, доказательств, подтверждающих обвинения, их нет. То есть в совокупности можно что-то исследовать и анализировать, когда что-то есть, то есть что-то можно сравнить. А этих доказательств, к сожалению, нет. Но тем не менее, учитывая, что на части этих доказательств все-таки обвинения интерпретируют как доказательства, подтверждающие вину, вот именно те доказательства, которые озвучиваются прокурором, на которые было сакцентировано внимание с их стороны в прениях, я попросил бы их сравнить с оставшимися документами и с оставшимися доказательствами, в том числе представленными стороной обвинения. То есть некоторые доказательства, здесь об этом тоже говорилось, представленные стороной обвинения, которые имелись в материалах дела на момент начала судебного процесса, эти документы опровергают предъявленное ими же обвинение. Поэтому все-таки я попросил бы вот этому моменту, вот этим событиям утра 27 марта уделить скрупулезное внимание с вашей стороны и вот эти доказательства в этой части в совокупности оценить и дать им надлежащую оценку. Что касается создания Ингушского комитета национального единства, полностью провальная версия обвинения относительно организации Ужаховым, Барахоевым, Мальсаговым в 11 часов 18 октября в конференц-зале Ковчега заседание, на котором якобы было принято решение о создании объединения. Суду не были представлены доказательства проведения такой встречи с целью создания общественного объединения, как не были представлены доказательства того, что Ужахов присутствовал на такой встрече и был учредителем Ингушского комитета национального единства. В этой части, как я уже отмечал, обвинение признало ошибочность своих выводов, и прокурор отметил, что Ужахов, как председатель Совета Тейпа, был противником создания указанного общественного объединения и в нем не состоял. Здесь также следует отметить, что и Совет Тейпа ингушского народа, и Ингушский комитет национального единства, эти организации были впоследствии решения Верховного суда ликвидированы. Оба решения суда, они имеются в материалах дела, были представлены стороной защиты. И тут небольшая тонкость в том, что, допустим, при ликвидации Совета Тейпа ингушского народа иск был инициирован управлением Минюста по республике Ингушетия. Одним из требований было признание деятельности Совета Тейпа ингушского народа экстремистской, на основании одного из видеообращений, которое было опубликовано в сети интернет. И в этой части суд отказал, именно в этой части суд прямо в своем решении подробно расписал, что признаков экстремистской деятельности при осуществлении Советом Тейпа своей общественной деятельности не обнаружено. То же самое, даже не доходя до суда, Нарыжный, руководитель следственной группы, направлял запрос в прокуратуру перед тем, как подать иск о ликвидации, инициировать, точнее, иск о ликвидации Ингушского комитета национального единства. Нарыжный, руководитель следственной группы, направил письмо прокурору Васильченко, прокурору Республики Ингушетия, о том, что необходимо, если грубо говоря, смысл заключался в том, что необходимо найти что-то, чтобы дискредитировал Ингушский комитет и чтобы можно было заявить о том, что они занимались экстремистской деятельностью. И прокурор своим письменным ответом также обратил внимание, что ничего экстремистского в деятельности Ингушского комитета не обнаружено. Более того, здесь оглашался рапорт
ЦП адвокатом Бековым, в котором были проанализированы практически все видеообращения Ингушского комитета, и в заключении тоже был сделан вывод относительно того, что никаких экстремистских высказываний в этих видеообращениях не было. То есть здесь даже дело до суда не дошло. Поэтому, ну да, это решение, соответственно, мы представляли и в апелляции относительно Совета Ингушского народа, и в кассации оно устоялось, и этот довод, он был закреплен, что в деятельности Совета Тейпов экстремистского характера ничего не обнаружено. Также беспрецедентным, на мой взгляд, является случай, когда Совет Тейпов, я думаю, в России, наверное, не будет ни одной общественной организации, которая по собственной инициативе направляла письма, после осенних митингов это было, они датированы началом, конечно, 2019 года, которая направляла письма в ФСБ и в ЦП с просьбой выделить сотрудника, который участвовал бы на заседаниях этой общественной организации, Совет Тейпов, и который в случае, если вдруг допускались бы какие-то нарушения, там, высказывания, где-то выходили бы за пределы, да, нарушали бы закон, они бы корректировали деятельность и подсказывали бы этим участникам этого общественного объединения. Эти письма вам также были представлены, более того, были представлены доказательства того, что эти письма были получены и ФСБ, и ЦП, и кроме того, это неоднократно отмечалось и подтверждалось показаниями свидетелей, что на сегодняшний день сотрудник ЦП участвует на каждом заседании Совета Тейпов. То есть на это тоже стоит обратить внимание, что никакой цели даже в голове, наоборот, максимально старались от этого отгородиться и не допускать чего-то экстремистского, даже не то что экстремистского, а вообще противозаконного в своей деятельности. Те общественные движения, которые участвовали в протестных акциях. Относительно согласованности действий участников экстремистского сообщества необходимо отметить, что действия участников, ну, как бы суду были представлены доказательства того, что эти действия нельзя охарактеризовать как согласованные, потому что с учетом этих доказательств мы видим, что очень часто и порой кардинально расходилось мнение всех тех, кто сегодня сидит на скамье подсудимых. То есть никакой сплоченности, согласованности и так далее, там прям в идеальном формате говорить не приходится. И как минимум в контексте создания организации Ингушского комитета национального единства в этой части, в принципе, относительно согласованности действий участников, прокуратура сама опровергла уже этот довод, потому что они сослались на то, что Совет Тейпов и Маус Ужахов якобы были против создания, не якобы, они действительно были против создания Ингушского комитета, и якобы провозгласили Совет Тейпов верховной организацией Республики Ингушетия, которой все должны подчиняться. Относительно формы и методов деятельности, в обвинительном заключении указано, что формами и методами деятельности экстремистского сообщества являлись планирование, подготовка и организация массовых мероприятий, в том числе несанкционированных, а также создание видеообращений к неограниченному кругу лиц, включающих в себя в том числе жителей Республики Ингушетия, и распространение этих видео. Непонятно, с каких пор планирование, подготовка и организация массовых мероприятий, а также запись видеообращений к неограниченному кругу лиц и распространение их в сети интернет является преступлением, тем более экстремистской направленности. Если говорить о том, как были организованы и проведены митинги в Ингушетии, то с уверенностью можно сказать, что ни на одном из массовых мероприятий не было зафиксировано экстремистских лозунгов, призывов к противоправным действиям и так далее. Ни одно видеообращение также не содержало в себе таких призывов. Это подтверждается материалами дела. Продолжая версию обвинения в этой части, необходимо отметить, что в качестве формы метода деятельности сообщества, оказывается, использовалось и побуждение граждан к совершению противоправных деяний, воспрепятствование законной деятельности представителей власти. В ходе судебного следствия мы так и не узнали, в каком обращении, каким выступлением был зафиксирован призыв к воспрепятствованию законной деятельности представителей власти. Если даже допустить, что такие призывы имели место быть, то хотелось бы узнать, чем увенчались такие призывы и в чем конкретно выразилось воспрепятствование деятельности представителей власти. Относительно распределения обязанностей. Как утверждает обвинение, с целью повышения эффективности преступной деятельности созданной организованной группы были распределены обязанности между членами организации. Тем не менее, суду не представлено доказательство наличия каких-либо конкретных обязательств и их распределения между подсудимыми, что является еще одним доказательством несостоятельности версии относительно организации экстремистского сообщества, его сплоченности и согласованности. Чем подтверждается, что Ужахов давал, или Барахоев, Мальсагов, как организаторы экстремистского сообщества якобы, давали обязательные к исполнению поручения, например, Чемурзиеву, Хаутиеву, Нальгиеву и Саутиеву, или обязывали их к чему-либо. Чем подтверждается, что Ужахов, Мальсагов и Барахоев контролировали деятельность своих подчиненных? Ничем.
Помимо всего, Ужахову и Барухоеву вменяют использование членов Совета ТЭИПов, неосведомленных об их преступном умысле, для призыва жителей Республики Ингушетия на массовые мероприятия. Если допустить достоверность этого тезиса, то после возбуждения уголовного дела и задержания подсудимых, введенные в заблуждение представители Совета ТЭИПов должны были прозреть и подтвердить виновность этих лиц. Но показания участников движения, и не только в ходе судебного следствия и общественного мнения в республике, опровергают версию обвинения относительно того, что Ужахов и Барухоев кого-то вводили в заблуждение или использовали в каких-либо корыстных целях. Более того, хочу обратить внимание на словосочетание, что Ужахов и Барухоев указывали на якобы незаконные действия властей. Мне кажется, это очень важный момент, на который стоит обратить внимание, и которого вы, уважаемый суд, пытались в ходе процесса максимально не касаться, либо касаться, но косвенно. То, что действия бывшего главы республики, бывшего состава правительства и парламента республики в сентябре-октябре 2018 года являлись незаконными, подтверждается многочисленными доказательствами, имеющимися в материалах дела. Снова обратимся к съезду народа Ингушетии 2013 года, на котором было принято коллективное, всенародное решение с участием того же главы республики, председателя парламента, того же Евлоева Зелимхана, который был в качестве спикера и модератора этого съезда, других официальных лиц и делегатов съезда о признании работы комиссии по установлению границы с Чеченской республикой удовлетворительной. Напомню, что комиссия в 2013 году завершила свою работу и предложила всему ингушскому народу установить границу с Чечней по сложившейся меже, то есть учетом той территории, которая сегодня передана Чеченской республике. На тот момент позиция руководства была другая. Принятое съездом народа Ингушетии решение не было изменено или отменено до подписания соглашения. Но это не помешало руководству республики в нарушении действующего законодательства без учета мнения народа подписать незаконное соглашение в 2018 году. Далее было решение Конституционного суда Ингушетии, которое уже официально и юридически закрепил незаконность действий властей республики. В этой связи словосочетание, что они якобы указывали на незаконные действия властей, оно неуместно в обвинительном заключении, так как эти люди указывали на явно незаконные действия властей. И в этой связи тоже стоит обратить внимание, что в 2013 году, получается так, глава республики посчитал необходимым в этом же вопросе съезд народа Ингушетии провести. То есть он посчитал необходимым собрать народ, выслушать мнение каждого представителя населенного пункта, уважаемых людей в республике, среди нашей нации, и принять какое-то коллективное решение. Но этот же вопрос в 2018 году, вопреки своему же мнению, которое было озвучено на этом съезде, тому принятому решению, не посчитав нужным ни с кем советоваться, он берет и противоположные в тайне решения и соглашения подписывает. По сути, с учетом того, что в 2018 году ни референдум, ни съезд проведены не были, у людей просто-напросто не оставалось никакой возможности, кроме как выйти и посредством публичных мероприятий, согласованных в рамках закона, озвучить свое недовольство, свое мнение. Относительно конспирации. Обвинение указывает на то, что для оперативной связи и конспирации своей деятельности, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, организаторами и участниками экстремистского сообщества использовались для переговоров мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram, получение информации из которых представляет сложность для правоохранительных органов. При этом хочу отметить, что в ходе обыска у Ужахова был изъят телефон. На этом телефоне не было пароля. Более того, велась прослушка телефонных разговоров Ужахова, что следует из материалов дела. О том, что такое Viber и Telegram, Ужахов вообще не имеет представления. Вот если сейчас просто сказать ему Telegram, он в силу своего возраста спросит, от кого или кому. То есть что-то Telegram сразу же на первое, что выходит. Поэтому он в этом не разбирается, и он не мог быть администратором каких-либо групп, создавать какие-то группы и в них переписываться. Более того, мы это не отрицаем, что единственное из этих мессенджеров на телефоне был установлен WhatsApp, пароля не было, и у следствия и обвинения была возможность изучить полностью, кому он звонил, кто ему звонил, что он писал, что ему писали. Но единственное, что здесь было озвучено, это ходившие и находившиеся у каждого в телефоне на тот момент сообщения о том, как проходят протестные акции, о коллективных недовольствах людей, населения республики относительно заключения этого соглашения. Ничего личного, конкретно касающегося Ужахова, из телефона Ужахова предъявлено здесь в качестве доказательства не было. И все это в совокупности свидетельствует о том, что он не скрывался, не вел какую-то конспирацию, а действия были открыты и прозрачны для всех. Митинг 2 июня 2018 года.
Обвинение ссылается на то, что в результате преступных действий руководителей экстремистского сообщества Ужахова, Барахоева, Майсагова, а также его участников и других лиц, направленных на обострение политической обстановки с целью отставки руководства республики, участниками организованных митингов совершены различные преступления экстремистской направленности по мотивам политической вражды. По версии обвинения, эти преступления выразились в проведении митингов в июне, октябре и марте 2019 года. Июне, октябре 2018 и марте 2019. Только непонятно, в чем заключается экстремистская направленность этих мероприятий. Ведь никто на сегодняшний день не может утверждать, что организаторами этих мероприятий выступали экстремистские организации, что на мероприятиях звучали призывы и обращения экстремистского характера, что в мероприятиях принимали участие лица, признанные экстремистами приговором суда, либо внесенные в список, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности. Тогда на чем основано утверждение, что подсудимыми были совершены преступления именно экстремистской направленности? Вопрос остается открытым. Как установлено в ходе судебного следствия, Ужахов не являлся организатором митинга 2 июня, об этом подробно здесь говорилось. Советом ТЭЙПа подавалось уведомление на проведение митинга 28 мая, правительством было отказано. В последующем уведомление со стороны Совета ТЭЙПов на проведение митинга 2 июня не подавалось. Уведомление на проведение митингов, на указанную дату было подано 2 уведомления, именно на 2 июня, и мы вам эти доказательства предоставлены, от региональных отделений партии «Интернациональная Россия» и партии «Защитники Отечества». В итоге организатором митинга выступило региональное отделение партии «Защитники Отечества», вследствие того, что правительство Республики Ингушетия после получения уведомления и доказательства получения вам также были представлены на обозрение и приобщены к материалам дела. После получения уведомления правительство в установленный законом срок не довело до организатора публичного мероприятия предложение об изменении места и времени его проведения, что, согласно разъяснению Конституционного суда Российской Федерации и постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации, по сути, является согласованием этого мероприятия. По итогам проведенного митинга сам Ужахов был оштрафован как участник митинга, не организатор, а как участник митинга. И этот штраф, уважаемый суд, об этом тоже говорилось, впоследствии был отменен, как и многочисленные штрафы других участников митинга 2 июня 2018 года. Об отсутствии у Ужахова какой-либо вражды, тем более политических действующих на тот момент главе республики, свидетельствуют события, связанные с этим митингом. Так, из видеовыступления инициативной группы по проведению митинга, выступлений ораторов на самом митинге прямо следует, что жители республики были готовы на переизбрание даже самого Евкурова на 3-й срок. Но для них был важен вопрос, сама процедура этих выборов. То есть они требовали вернуть прямые выборы, и для граждан был важен сам процесс проведения прямых всенародных выборов в республике, а не личность Евкурова. Обвинение абстрактно указывает, что не позднее 23 часов 54 минут 31 мая при помощи неустановленных в ходе предварительного следствия лиц Ужахов подготовил и записал видеообращение к жителям республики, содержащее направленное в их адрес побуждение к совершению заведомо противоправных действий. То есть, опять же, обвинение все-таки позиционирует проведение этого митинга как незаконную акцию, несанкционированную акцию, и что якобы организатором этой акции был Ужахов. Опять же, я повторюсь, что были представлены доказательства, что организатором выступал не он. Более того, это подкрепляется тем, что он был привлечен к административной ответственности именно как участник, а не организатор. Даже в качестве участника этот штраф был отменен. Доказательством того, что организатором выступила партия «Защитники Отечества», является уведомление, доказательство получения этого уведомления и отсутствие ответа правительства на это уведомление. Но тем не менее, все-таки прокуратура настаивает на том, что эта акция была проведена именно Советом ТЭЙПов и организатором выступил Ужахов, несмотря на это. То есть в этой части, повторюсь, на очевидность событий обвинение не было скорректировано. Более того, относительно хронологии публикации тоже обвинение утаило, что изначально было публичное обращение инициативной группы по проведению митинга 2 июня 2018 года, куда входил Ужахов, но не только Ужахов, то есть представители всех партий, общественных движений на тот момент Республики Ингушетия. И в этом обращении инициативной группы было указано, что организатором выступает партия «Защитники Отечества», выступил заместитель председателя этой партии. А после этого уже обращения, это также доказательства имеются в материалах дела, после этого обращения, где-то в течение часа или двух,
было уже опубликовано обращение Совета Тейпов, который также разъяснял в лице председателя Совета Тейпов, что организатором выступает партия «Защитники Отечества» этого митинга, что Совет Тейпов, с учетом того, что эта акция считается согласованной, также призывает граждан выйти на этот митинг. И в своем выступлении я отмечу, что говорилось, именно Ужахом говорилось, что мы приняли трудное решение выйти на митинг, что митинг будет вести инициативная группа, не Совет Тейпов, что инициативную группу возглавил Хучиев Давыд, не Ужахов, что митинг был согласован партией «Защитники Отечества», это том 39, если дело 104-105. И в принципе, допрошенный в ходе судебного следствия свидетель обвинения Хучиев эту информацию также подтвердил. Относительно октябрьского митинга, аналогичная ситуация и с ним. По сути, это не было митингом, а было сходом граждан для поддержания депутатов парламента изначально при принятии ими решения о ратификации. Подчеркиваю, что в тот день люди собрались для поддержания и противодействия деятельности депутатов. За участие в этом мероприятии Ужахов также был оштрафован, и этот штраф также был отменен. Опять же, был оштрафован как участник мероприятия. Статус организатора митинга Ужахов получил только после согласования поданного им уведомления о проведении публичной акции. Как известно, поводом для выхода граждан явилось это злосчастное соглашение. Относительно вызова депутатов в шариатский суд, которое также было сопряжено с этим соглашением, здесь я подробнее остановлюсь и хотел бы отметить, что действующая при Центральной религиозной организации Духовный центр мусульман Кадият, который в народе могут называть некоторые шариатский суд, этот эпизод вообще он указан в обвинительном заключении в цели возмущения красок. То есть слова шариат, экстремист, ваххабист, они как-то складывают какое-то впечатление негативное, да, у тех, кто это будет слушать со стороны, и, соответственно, на основании чего можно сделать какие-либо предварительные, необоснованные негативные выводы относительно подсудимых. Начнем с того, что действующей системой судоустройства Российской Федерации не предусмотрен такой орган правосудия, как шариатский суд, точно так же, как суд Божий, хотя оба эти суда имеют место быть для людей верующих и искренне набожных. Совет Тейпа в лице Ужахова и Барахоева вменяет вину вмешательства в деятельность госорганов. По мнению обвинения, Советом Тейпа оказано давление на депутатов в целях склонения их к нарушению установленных для них ограничений и запретов. Во-первых, никакого давления, тем более вмешательства в работу депутатов Народного собрания и других госорганов должностных лиц Совет Тейпов не осуществлял. Совет Тейпов, согласно уставной деятельности и действующим законам, мог себе позволить только взаимодействовать с органами и должностными лицами на добровольной основе, требовать от органов должностных лиц исполнения действующих законов и не допускать со стороны органов должностных лиц их нарушения. Именно в таком русле работал Совет Тейпов, и не надо пытаться трактовать и преподносить деятельность Совета Тейпов иначе в умышленно искаженном виде. В этой части многие свидетели обвинения отметили, что Совет Тейпов на самом деле не посягал на чьи-либо права, а наоборот их защищал. Во-вторых, статья 17 Закона об общественном объединении гласит, что вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственных лиц, не допускается, но с оговоркой, уважаемый суд, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом. То есть все-таки предварительно законодатель не допускает вмешательства в деятельность друг друга, общественных лиц и должностных лиц. Но есть определенные случаи, когда это все-таки допускается. Это на заметку прокурору. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений. Это также говорится в законе. Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений, предусмотренных законом случая, решаются органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием этих общественных объединений. Таким образом, указанная статья не запрещает, а наоборот предполагает тесное взаимодействие государства с общественными объединениями в рамках действующего правового поля. Исходя из этого и осуществлял свою деятельность Совет Тейпа. Необходимо отметить, что Духовный центр мусульман Ингушетии, как и многие духовные центры практически в каждом субъекте России, осуществляет свою деятельность в форме религиозной общественной организации, зарегистрированной надлежащим образом. Одной из функций таких центров является дача мусульманам разъяснений
консультации и рекомендации по возникающим вопросам с учетом положения религиозного писания, сложившихся в том или ином регионе обычаев. Обращение двух спорящих сторон задачи разъяснений духовным центром, а именно кадиятам, и дача таких разъяснений кадиятам, выступающего своего рода посредником между двумя сторонами, является ничем иным, как альтернативной мерой урегулирования возникающих споров и ни в коей мере не нарушает ни одного закона России. У нас в народе такое урегулирование условно называют шариатским судом. В этой связи Совет Тейпов не считает, что допустил нарушение российского законодательства, пригласил депутатов в кадият. Повторюсь, Совет Тейпов пригласил депутатов, не обязал, не заставил, не принудил, а пригласил. И депутаты самовольно, кто счел это возможным и нужным, приняли это приглашение. Совет Тейпов в своих действиях строго руководствовался законом об общественных объединениях и своим уставом, который был зарегистрирован Управлением Минюста России. Согласно статье 27 Закона об общественных объединениях, для осуществления уставных целей общественное объединение, являющееся юридическим лицом, имеет право представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов и участников, а также других граждан, органов государственной власти. Уставом Совета Тейпов в пункте 1.1, этот устав имеется в материале дела, предусмотрено, что Совет Тейпов является добровольным, самоуправляемым общественным объединением граждан, проживающих на территории республики. И эти граждане в большинстве своем являются приверженцами религии ислам, а примерно половина таких граждан имеет право голоса и являются активными избирателями. Одной из конкретно обозначенных целей Совета Тейпов согласно пункту 2.1 Устава является разработка и реализация на практике программ, предусматривающих восстановление исторической справедливости в отношении как участников Совета Тейпов, так и всего ингушского народа, осуществление прав и отстаивание законных интересов, связанных с реализацией закона о реабилитации репрессированных народов и статьи 11 Конституции Республики Ингушетия. О законе реабилитации репрессированных народов подробно рассказывал нам адвокат Ахильгов. Я хотел бы напомнить суду, что статья 11 Конституции Республики Ингушетия гласит, что возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности республики, Ингушетия – это важнейшая задача государства. Обращаю ваше внимание, что участники Совета Тейпов, как и большинство народа Ингушетии, осенью 2018 года и весной 2019 года, с учетом положения вышеназванной статьи, предпринимали все законные способы, чтобы не допустить незаконное отторжение земель и сохранить территориальную целостность Республики Ингушетия, так как действия главы региона и части депутатов Народного собрания при подписании вышеназванного соглашения и его последующей ратификации были допущены грубое нарушение норм Конституции Республики Ингушетия, Республиканского закона о референдуме и других законов. Исходя из содержания пункта 1.3 Устава Совета Тейпов, эта организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией России, Конституцией Ингушетии, Гражданским кодексом, Законом об общественных объединениях и иными правовыми актами. Вчера коллега Лукаров указывал и цитировал вам статьи Конституции Российской Федерации. И одна из этих статей, а именно статья 45, гласит, что государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Пристальное внимание прошу обратить, уважаемый суд, именно в контексте этого шариатского, так сказать, заседания, что в пункте 2 статьи 45 предусмотрено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Не установленными законом, а не запрещенными законом. И по сути эту процедуру урегулирования споров любой категории посредством медиации, третейских судов, кадията, шариатского, как хотите называйте, это является процедурой, не запрещенной законом. По крайней мере, прокуратура, или вы, если будете выносить итоговый прокурор, не указала конкретно, какой закон был нарушен встречей депутатов в этом кадияте со своими избирателями. То есть это все-таки была процедура, не запрещенная законом. Более того, если следовать аналогии закона или аналогии права, Гражданским кодексом в статье 12 предусмотрен и четко определен перечень способов защиты права. В статье 14 Гражданского права, обратите внимание, уважаемый суд, Гражданским кодексом допускается самозащита гражданских прав. И оговаривается, что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. То есть сначала устанавливается перечень способов, а потом для гражданина расширяются границы и разъясняется, что ты можешь сам, каким считаешь нужным способом защитить свои права, но они не должны идти в противоречие действующему законодательству. Опять же, самый главный момент это, что мы не должны выходить за пределы установленных процедур.
Таким образом, участники Совета Тейпов, приглашая депутатов в Кадият, защищали свои права, в первую очередь право жить на земле своих предков, а также защищали законные интересы сохранить целостность своей республики. И самое главное, защищали способом, не запрещенным действующим законодательством, как того требует Конституция России. Уважаемый суд, вы не можете не знать, что Гражданским кодексом также в статье 5 предусмотрено и выделено понятие обычая. Опять же, обратите внимание, под которым подразумевается сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области, не предусмотренные законодательством, правила поведения, независимость от того, зафиксировано оно или нет, и которые обязаны выполняться. То есть законом может быть не установлена какая-то процедура, но она обязана выполняться с учетом того, что она не противоречит действующему закону. Обычное право, совокупность норм неписанного права, обязательных для исполнения наряду с законом и находящихся под такой же правовой защитой со стороны власти, как и нормы закона. В нашей республике обычное право состоит из религиозных норм шариат и национальных обычаев, актуальных в выстраивании и регулировании отношений внутри ингушского общества. Необходимо отметить, что российское законодательство создало юридическую базу для образования институций разрешения споров в форме, повторюсь, Тетейского суда, институции медиации, и такие структуры, как Тетейский суд, медиация, Кадият, Шариатский суд, являются альтернативой судебному разбирательству и содействуют развитию социальных отношений в той или иной форме. С учетом всего вышеизложенного, считаю, что нет ничего противозаконного в факте приглашения депутатов Народного собрания в Кадият. Относительно того, что депутаты якобы нарушили запрет разглашать ими служебную информацию, опять же, на заседании этого так называемого шариатского суда. Если исходить из всего, что изложено в обвинительном заключении, то получается, что депутаты Народного собрания, являясь свидетелями явного нарушения законов, не могут в целях защиты своих интересов и интересов своих избирателей обращаться и озвучивать свое мнение в следственных и судебных органах, так как это может быть расценено как разглашение ими служебной информации по причине оказания на них давления со стороны кого-либо. Иначе как бредом это не назовешь. В подтверждение ложности выводов необходимо обратиться к закону, республиканскому закону о статусе депутата Народного собрания. И статья 1 этого закона сразу же отмечает, что депутатом Народного собрания Республики Ингушетия является избранный представитель народа. Уважаемый суд, избранный представитель народа, то есть не что-то там с небесным статусом, недосягаемое, а это обычный рядовой гражданин республики, который избран этими же гражданами для представления своих интересов в государственном органе. Опять же, пунктами 9, 10 и пунктом 2 статьи 6 указанного закона установлено, что формами депутатской деятельности является обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан и непосредственная работа с избирателями. Деятельность депутата может осуществляться также, опять же, уважаемый суд, деятельность депутата может осуществляться также в иных формах, предусмотренных федеральным законом. То есть законом о статусе депутата предусмотрен определенный перечень зафиксированный, ну и позволяется, законодатель расширяет, и в иных формах допускается. Вот иная форма, это можно сказать, прийти по приглашению своих избирателей на заседание Кадията и разъяснить им свою позицию относительно того или иного там, закона или политического своего шага. Из содержания статьи 7 также вытекает, что депутат обязан поддерживать связь с избирателями единого избирательного округа. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей. То есть он обязан это делать. Он информирует о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации. Принимая меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей, депутат взаимодействует с органами государственной власти, органами и депутатами органов местного самоуправления, с политическими партиями и иными общественными объединениями. Я повторюсь, что Духовный центр мусульман Ингушетии, Совет Тейпов, это были зарегистрированы надлежащим образом общественные объединения, и встреча на заседаниях Совета Тейпов или Духовном центре мусульман, это является одним из уровней взаимодействия депутатов со своими избирателями. Это также предусмотрено законом о статусе депутата. По сути, взаимодействие с депутатами Народного собрания велось осенью 2018 года исключительно с учетом вышеизложенных норм. Каких-либо нарушений или превышений пределов взаимодействия избирателей депутатов со стороны представителей Совета Тейпов, а тем более со стороны депутатов, не допускалось.
Необходимо также отметить, что смысл тайного голосования заключается в сохранении анонимности выбора или волеизъявления гражданина при процедуре голосования. При этом сохранение в тайне результата голосования является правом, а не обязанностью каждого голосующего. Именно поэтому сама по себе тайна голосования не может приравниваться к государственной тайне, за изглашение которой предусмотрена ответственность. Принцип тайного голосования означает, что никто, кроме самого избирателя, не имеет права знать о содержании его персонального волеизъявления. И никто не вправе оказывать давление на волеизъявление избирателя. В международном праве этот принцип закреплен в статье 21 Всеобщей декларации прав человека, в пункте 7.4 документа Копенгагенского совещания конференции ОБСЕ и статье 5 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах. Не является нарушением принципа тайного голосования опросы избирателей о том, как они собираются голосовать или как проголосовали. Таким образом, действия депутатов, огласивших свою позицию по соглашению в Кодиате или где-либо еще нет нарушения закона, так как такого рода информация не подпадает под ограничения, установленные законом о государственной тайне. Тем более, что информация о том, как проголосовал тот или иной депутат, это не раз отмечалось, была публично озвучена самими депутатами еще 4-5 октября, то есть до их приглашения в Кодиат. Относительно митинга 26 марта 2019 года. В обвинительном заключении указывается, что Чемурзиев подавал и направил уведомление 14 марта 2019 года в правительство Республики Ингушетия. И из показаний самого Чемурзиева, а также показаний Нальгиева и Хаутиева следует, что это уведомление было направлено им по своей инициативе. И даже отчасти не согласовывалось с теми, кто был указан в этом уведомлении как ответственный там, за оказание медпомощи и за оказание, точнее, обеспечения безопасности. И оно не было подано по указанию Ужахова, допустим, как организатора этого псевдоэкстремистского сообщества, как утверждает обвинение. Необходимо отметить, что из-за мартовский митинг Ужахов был оштрафован как участник публичного мероприятия. К непосредственной организации митинга Совет Тейпл и Ужахов отношения не имели, аналогично с митингом июня 2018 года. После того, как было очевидно, что митинг является согласованным, Совет Тейпл выступил с призывом гражданам республики выйти на согласованный митинг, потому что тематика была актуальной обществу. Касательно поданного уведомления, следствие обвинения само указывает, что уведомление было подано на 3 дня, с 26 по 28 марта 2019 года. Почему именно на 3 дня, тоже было ясно, это разъяснялось здесь депутатами Народного собрания. И то, что в этой части можно считать согласованными дату 27-28 марта, также здесь разъяснялось с учетом позиции Конституционного суда и Верховного суда, потому что правительство относительно этих двух конкретных дат не дало со своей стороны какую-то оценку, хотя закон этого требует. Для того, чтобы понять всю необоснованность версии обвинения, здесь тоже немного подробнее остановлюсь, касательно событий марта 2019 года, необходимо обратиться к правовым нормам. Во-первых, в Конституции, статье 33, предусмотрено, что граждане вправе собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. В статье 2 Федерального закона о митингах указано, определяется понятие этого закона и указано, что целью публичного мероприятия является свободное выражение, формирование мнений, выдвижение требований и так далее. Под митингом подразумевается массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения, акцентирую внимание, уважаемый суд, на слове публичного выражения общественного мнения. Обращаю внимание сюда, что вечером 26 марта оставшиеся на стоянке люди публично никаких мнений не выражали. То есть люди просто находились на площади, а факт нахождения людей в том или ином месте не подпадает под термин митинга или публичного мероприятия, так как никто публично ничего не выражал. Как я уже говорил, с учетом разъяснений Пленума Верховного суда и Конституционного суда, у граждан, которые оставались вечером 26 марта на площади, были все основания полагать, что мероприятие было согласованным, тем более об этом говорилось и среди участвующих днем 26 марта на публичном мероприятии граждан. И согласно статье 17, я хотел бы обратить внимание, закона о митингах, в случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия,
уполномоченный представитель органа исполнительной власти, субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления дает указание организатору публичного мероприятия прекратить публичное мероприятие, устанавливает время для прекращения, в течение которого должно быть оно прекращено, и в случае невыполнения организатором публичного мероприятия указания его прекращения обращается непосредственно к участникам публичного мероприятия и устанавливает дополнительное время. Я почему акцентирую внимание на статье 17 закона о митингах, потому что этим законом прям по порядку, статья 17, 18, 19 четко описывается, каким образом в случае необходимости, если, допустим, со стороны органов госвласти, со стороны правоохранительных органов, если они усмотрели какие-то правонарушения и считают, что незамедлительно публичное мероприятие должно быть прекращено, законом установлен порядок его прекращения. И этот порядок, исходя из обстоятельств дела, исходя из материалов, которые имеются в уголовном деле, этот порядок был нарушен. Каким образом? У нас есть видеоматериалы о том, что о необходимости прекращения этой акции, о том, что якобы нахождение граждан на площади является незаконным, организатора митинга Чамурзиева Барахова уведомлял представитель правоохранительных органов Саправлилов, который был допрошен в рамках судебного заседания, судебного следствия. Но изначально, согласно статье 17, об этом должен был уведомить представитель правительства Республики Ингушетия. То есть он должен был подойти непосредственно к Бараху Чамурзиеву, объяснить ему, на каком основании он считает необходимым прекратить немедленно эту публичную акцию. Если бы Барах Чамурзиев ему сказал: я считаю эти ваши доводы необоснованными, подойти, этот представитель исполнительного органа должен был подойти к микрофону и выступить со своим разъяснением и попросить граждан разойтись, а организатору прекратить это мероприятие. Этого сделано не было, то есть это звено пропущено. Вот после того, как представитель исполнительного органа уведомил бы публично через микрофон, через мегафон во всеуслышание о том, что якобы эта акция незаконна, и граждане после этого бы не разошлись, Чамурзиев не выполнил бы это требование, вот после этого, согласно статье 18, в дело вступали бы уже сотрудники правоохранительных органов. Что они и сделали, минуя эту изначальную процедуру. Дискредитируют также действия правоохранительных органов, органов государственной власти, и еще раз, возможно, косвенно подтверждает ту версию, что это была спланированная провокация для того, чтобы какой-то инцидент на этом мероприятии все-таки произошел. Если буквально, как я говорю, подходить к исполнению этого закона, то со стороны представителей исполнительной власти эти требования выполнены не были. Все эти требования и пункты были выполнены сотрудником правоохранительных органов, что не предусмотрено и наоборот запрещено законом о митингах. Далее, статьей 13 также устанавливается, когда в действие вступают сотрудники правоохранительных органов, именно относительно необходимости прекращения публичной акции, законом установлено, что эта акция должна быть прекращена с учетом полномочий, имеющихся у сотрудников правоохранительных органов, предусмотренных законом, и идет отсылка к закону о полиции. Статьей 13 закона о полиции и статьей 14 закона о полиции, я сейчас не буду просто это все зачитывать, предусмотрен перечень прав и обязанностей, которые имеются у сотрудников полиции, которыми он может руководствоваться при необходимости прекращения публичной акции. И, уважаемый суд, я обращу внимание, что в этом перечне не указано и нет права, и нет обязанности вытеснять, после того, как сотрудник правоохранительных органов уведомил о необходимости прекращения митинга, организаторы митинга и граждане отказались, у сотрудников полиции не было оснований, не было права, не было обязанности, предусмотренных законом, вытеснять этих граждан, применять к ним силу. Опять же, необходимость применения силы и необходимость оцепления и вытеснения, она может быть связана, согласно закону о полиции, только связано с незаконными действиями, такими незаконными действиями участников мероприятия, которые можно квалифицировать как массовые беспорядки. То есть, где явно по инициативе этих граждан оказывается сопротивление сотруднику органов, правоохранительных органов госвласти, просто проходящему гражданину. Бьются там витрины, захватываются здания и так далее. В этом случае, да, это было бы обосновано.
И если подытожить, то можно обратиться к статье 22 закона о полиции, которой предусмотрено, что сотруднику полиции запрещается применять специальные средства. И поясняется, в отношении женщин и при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. То есть все это, то есть законодатель говорит, что запрещается применять, повторяю, специальные средства и разъясняет, в каком случае, когда не нарушается общественный порядок и идет перечисление. Здесь у многих потерпевших, росгвардейцев, у многих свидетелей им задавался конкретный вопрос. Вот, ночью до утра, до первого столкновения, нарушался ли общественный порядок граждан, которые оставались на площади? Составлялись ли в отношении них какие-то административные протоколы о административном правонарушении? Какой-либо другой материал. И все, как один, в большинстве своем говорили, что была практически идеальная тишина. Граждане просто находились на площади, между собой общались, никакого нарушения там, и препятствий для транспорта и так далее, всего этого не было. То есть общественный порядок, уважаемый судья, подчеркиваю, он не нарушался, соответственно, это исключало возможность для органов правопорядка применять специальные средства. Специальным средством, пояснюсь, относится не только светошумовая граната, которая там была брошена, и которая, опять же, обострила ситуацию, а в том числе и дубинки и щиты. Уважаемый суд, с учетом изложенных норм мы с уверенностью можем говорить о нарушении представителями власти действующего законодательства в части порядка прекращения массовых акций и применения специальных средств сотрудниками полиции. И максимум, о чем мы можем говорить, это об административном правонарушении со стороны лиц, которые там оставались. Опять же, статьей 19.3 КоАП предусмотрена ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника органов внутренних дел. То есть, да, когда сотрудник подошел, сказал, необходимо разойтись, и никто не воспринимает это его требование, необходимо было, и это предусмотрено законом о полиции, подойти к каждому гражданину, там их около сотни было, если физически успеваешь. Если не успеваешь, хотя бы часть взять у него паспортные данные, составить протокол, направить его в суд и оштрафовать этого гражданина. То есть максимум мы можем говорить об административной ответственности, а здесь целое уголовное дело и по таким тяжким статьям. Крайне важно, что в октябре 2018 года власти не разгоняли митинг после 18:00, хотя на том же месте люди ночевали на протяжении нескольких недель, не нарушая при этом общественный порядок. Оставшиеся на площади в ночное время люди, преимущественно старейшины, следили за соблюдением порядка, контролировали молодежь, то есть по сути помогали органам правопорядка. И они не признавались незаконно митингующими в октябре 2018 года, не привлекались к административной, уголовной или иной ответственности. Их не пытались вытеснить и вообще никаких мер не предпринимали. То есть спокойно себе граждане на протяжении практически 2 недель там находились. Именно с учетом опыта октября 2018 года во взаимосвязи с фактической согласованностью мероприятия граждане были абсолютно уверены в том, что их аналогичное нахождение на площади без публичного выражения мнения так же законно, как было законно в октябре 2018 года. Как и в октябре 2018 года, в марте 2019 люди не нарушали спокойствие, не разжигали огней, не ставили палаток, не воздвигали иных сооружений, не создавали шума, не распивали спиртные напитки, не совершали иных действий, запрещенных законом. Несмотря на это, представители органов внутренних дел требовали немедленно покинуть площадь, не предоставляли гражданам разумное время и выдвинули неосуществимое требование покинуть площадь в течение 5 минут. Старейшины, лично Ахмед Барахоев, Мальсага, Муса, активисты предупреждали, что люди, подъезжающие для участия в митинге, ушедшие вечером и готовые прийти утром, могут столкнуться с теми, кто будет покидать город Магаз, и это обстоятельство может вызвать непредвиденные последствия негативного характера. С учетом этого требовали большего количества времени для того, чтобы переждать час-два, всем объявить, и чтобы все разошлись и знали о том, что митинг прекращен. На отсутствие у граждан, находившихся на площади, намерения организовать массовые беспорядки или участвовать в них, либо применять насилие в отношении представителей власти, указывают следующие обстоятельства. Первое. Если бы у подсудимых действительно была цель, поставленная по версии обвинения еще в мае 2018 года, применить насилие в отношении представителей власти, тогда возникает закономерный вопрос, почему эта цель не была реализована в течение 2-недельной публичной акции в октябре 2018 года, когда митинги были более продолжительными и многочисленными, нежели в марте 2019 года. В этом плане у потенциальных экстремистов, носящих в голове цель оказать кому-либо сопротивление, было преимущество и более благоприятные обстоятельства к этому.
Согласитесь, глупо иметь цель применить насилие в отношении представителей власти именно утром 27 марта, когда твоих соратников стало меньше, то есть потенциальных соучастников, по сравнению, например, с октябрем 2018 года или по сравнению с днем ранее, 26 марта. Это как минимум нецелесообразно пытаться в меньшинстве противостоять представителям власти, если такая цель стоит изначально. Все это является еще одним подтверждением отсутствия у подсудимых и других граждан какой-либо противоправной цели, и таких целей не могло быть, о том свидетельствуют события октября-ноября. Второе. Если целью подсудимых граждан на площади было столкновение, неповиновение, воспрепятствование органам правопорядка, то почему большая часть граждан, в том числе подсудимые, пытались успокоить и урегулировать ситуацию утром 27 марта? Почему стулья и камни летели в Погорово, в Хаутиево, в других старейшин? Суд должен поставить перед собой эти вопросы и дать на них ответы, так как все то, что я перечислил, наблюдалось в видеоматериалах, которые были исследованы в ходе судебного следствия и представлены стороной обвинения. И вопрос в первую очередь должен быть поставлен следующего характера. Может, подсудимые руководили именно теми, кто пытался успокоить молодежь, а не наоборот? Ведь на исследованном видео видно, что большая часть населения оставалась безучастной в сопротивлении, а та часть, которая была активной, преимущественно пыталась урегулировать конфликт. Почему мы должны принимать ничем не подтвержденную версию обвинения о том, что все находившиеся в Магасе люди хотели оказать сопротивление и были мотивированы на сопротивление именно подсудимыми? Третье. Человек, заведомо знающий о том, что кругом стоят видеокамеры и каждый его шаг будет зафиксирован при наличии желания совершить преступление, непременно предварительно закроет свое лицо. Однако граждане не сделали этого, хотя ничто не мешало им надеть маски или иным образом закрыть свое лицо, если у них были изначально противоправные цели. В контексте мартовского митинга необходимо также отметить, что Ужахов покинул митинг примерно в 16:00. И это также подтверждается материалом дела. В этом смысле не выдерживает никакой критики фабула обвинения о том, что демонстративно, не намереваясь прекращать организованное массовое мероприятие, Ужахов, Барахоев, Мальсагов, а также другие участники действия совместно и согласованно объявили присутствующим на площади о том, что митинг продолжается. Повторюсь, это не соответствует действительности, так как Ужахов в период 16 практически до 20:00 26 марта в Магасе не находился, соответственно, не могло быть совместного принятия решений, согласования, призыва, выступления на тему продолжения митинга. Также в фабуле обвинения указывается, что часть участников митинга в количестве 400 человек были организованы совместными согласованными действиями, опять же, Ужахова, Барахоева, Мальсагова и остальных участников. И возникает вопрос, где эти 400 человек, кто они, почему они не выявлены, почему они не допрошены в рамках уголовного дела. Опять же, указывается, что организаторы и участники не желали выполнять законные требования. Я вам уже говорил, что они желали, но на более реальных условиях. То есть они не говорили, что ни в коем случае мы не покинем, мы отказываемся и так далее. Они сказали, мы покинем, но дайте нам больше времени. Потом указывается, что Ужахов и другие совместно с Барахоевым они должны были осуществлять психологическую мотивацию участников, направленную на неподчинение и применение сопротивления власти. Они манипулировали этническими обычаями. Они также должны были осуществлять от имени всех участников публичного мероприятия демонстрации и демонстрировать готовность к силовому сопротивлению. То есть я здесь обращаю внимание на слово «должны были». То есть обвинение говорит, что они должны были то-то, должны были сё-то. А на самом деле сделали они это, подтвердилось это или нет, мы так и не установили. Вот только предположение относительно того, что они что-то должны были сделать. И в завершение я отмечу, что с учетом всего вышеизложенного можно с уверенностью констатировать факт крайне безалаберной работы следствия и обвинения. Безалаберность со стороны следствия, сопряженная с необходимостью имитации предварительного расследования, характеризуется следующим обстоятельством. В рамках уголовного дела, уважаемый суд, были допрошены в качестве свидетелей 286 человек. Из них 104 человека не вошли даже в список обвинения, то есть пустые показания получились. 46 человек перевоплотились в потерпевших, а 5 человек обвиняемых. Согласно обвинительному заключению, свидетелями обвинения выступил 131 человек. То есть в итоге отобрали 131 человека, которые якобы подтверждают версию обвинения. Из которых, уважаемый суд, в ходе судебного следствия допрошено только 38. И показания одного свидетеля оглашены.
Таким образом, в рамках уголовного дела в холостую допрошено 196 человек, а их показания заняли не меньше 5 томов уголовного дела. То есть это все имитация. Более того, я уже отмечал, что в прениях количество свидетелей обвинения, на которых опирается прокурор, оно сократилось там, до десятка человек. То есть всего было 131 в обвинительном, допросили 38, а в итоге осталось там 10. И то с большой погрешностью. И в этом плане я хотел бы также отметить, что очень много повторяющихся процессуальных документов, судебных актов, которые приложены в материалы дела. То есть 120 томов – это по сути попытка следствия, да, сымитировать такую какую-то глобальную, упорную, скрупулезную работу со своей стороны по доказанию вины. На самом деле десятками судебных актов, следственных актов, процессуальных актов, они повторяются в рамках уголовного дела. То есть это говорит о том, что начальник этой, руководитель следственной группы, он должным образом не руководил и не организовывал работу предварительного следствия. Все шло на обум. И опять же, это лишнее подтверждение тому является, что материалы уголовного дела, ими же были представлены доказательства, которые опровергают выдвинутое ими же обвинение. Согласно обвинительному заключению, потерпевшими выступили 67 человек, из которых допрошено в рамках судебного следствия 49. Касаясь темы свидетелей, уважаемый суд, не выдерживает никакой критики отчаянный призыв к вам, прокуроров, прениях, отнестись критически к показаниям свидетелей защиты, ввиду того, что эти свидетели якобы являются сторонниками подсудимых. Довожу до сведения суда, что из допрошенных в качестве свидетелей по делу 286 человек большую часть составляют должностные лица, госслужащие и сотрудники правоохранительных органов. Это 153 человека. Таким образом, дело буквально напичкано показаниями должностных лиц регионального значения, большинство из которых являются сотрудниками органов внутренних дел. До 146 человек сотрудников Росгвардии, МВД, ГАИ, АТХ, там чего только нет. И с учетом этого вообще можно говорить, некоторые называют это дело политическим, если не политическим, то как минимум полицейским делом. Если говорить о лицах, допрошенных в ходе судебного следствия, то из 38 свидетелей обвинения 13 свидетелей – это должностные лица и госслужащие, из которых 8 человек, опять же, являются сотрудниками органов внутренних дел. Среди сотни допрошенных свидетелей защиты 6 человек были представителями власти, из которых 3 являлись представителями органов внутренних дел, в том числе бывший министр внутренних дел республики. Кроме того, сторона защиты была заинтересована в допросе еще большего количества высокопоставленных должностных лиц, которые могли бы дать важные показания в рамках настоящего дела. По логике прокурора, из вышеизложенной мною информации следует, что среди должностных лиц, госслужащих и сотрудников органов внутренних дел республики было много сторонников, с учетом того, что большинство свидетелей обвинения они положительно характеризовали как самих подсудимых, так и деятельность, которую они осуществляли. То есть получается, что среди этих лиц было много сторонников подсудимых, так как большинство свидетелей обвинения указанной категории положительно характеризовали подсудимых. Из чего, в свою очередь, можно сделать два вывода. Либо все эти должностные лица являются латентными экстремистами, в том числе весь руководящий состав Министерства внутренних дел республики, либо все-таки подсудимые являются законопослушными гражданами республики, которые строили свои отношения с государственными органами и должностными лицами по принципу взаимодействия, а не противодействия. Уважаемый судья, однозначно склоняюсь ко второму выводу. Характерно для настоящего уголовного дела, что показания свидетелей обвинения, потерпевших, а также само обвинительное заключение, оно основано на таких выражениях и словах, как, допустим, «не уверен». Выражение «не уверен» было употреблено и использовано 16 раз и в показаниях свидетелей, потерпевших, и при составлении обвинительного заключения. 96 раз использовано слово «предположительно», 99 раз выражение «не позднее», 144 раза слово «вероятно», 163 раза выражение «скорее всего», 248 раз выражение «не более», 279 раз выражение «не менее», 310 раз выражение «может быть», и рекордсменом является слово «примерно», которое было использовано 11 тысяч раз с лишним. Если суммировать все эти слова, то получается, что как минимум 12 тысяч раз обвинителем использованы абстрактные выражения при составлении структуры обвинения. Эта статистика, она была проведена, я ее начал именно по поручению своего отца, и эта работа, я вас хотел бы уведомить, она не была завершена. В принципе, этого достаточно, чтобы показать, что все, что лежит в основе обвинения, это предположение. То есть конкретики никакой абсолютно нет. Показательно, что для настоящего дела почти каждый свидетель обвинения дал показания в пользу подсудимых, при этом положительно характеризуя, еще раз повторюсь, их, отмечая, что этими людьми гордится республика.
Повторяюсь, это слова свидетелей обвинения. И для меня показательным моментом в большей степени также явилось, что один из свидетелей обвинения при допросе его в ходе судебного следствия предложил даже внести залог за освобождение Зарифа Саутиева. Это тоже, наверное, беспрецедентный шаг, чтобы свидетель обвинения на основании показаний которого строится обвинение, пришел и просил освободить подсудимого. То есть все это высосано из пальца, как уже многократно говорилось. И этот многозначительный жест, в том числе со стороны свидетеля, он характеризует о том, как начиналось это дело, как оно велось. Единственное, что вот мы все-таки надеемся, что оно благополучно закончится. Кроме того, многие свидетели обвинения выражали недовольство своим статусом в рамках уголовного дела. Это тоже показательный момент. То есть приходит человек, его вызывают для допроса, и ему объясняют, что вы являетесь свидетелем обвинения. Свидетель, этот человек говорит, почему я свидетель обвинения? Я не являюсь свидетелем, не хочу им быть. И, по сути, давал показания, которые защищали тех, кто сегодня на скамье подсудимых. Показательно для настоящего дня аналогичная ситуация и с допрошенными потерпевшими, которые на самом деле потерпевшими по делу не являются. Об этом подробно говорили мои предыдущие коллеги с процессуальной точки зрения. И практически каждый из них четко выразил отсутствие каких-либо претензий к подсудимым. Обращаю внимание суда, у большинства свидетелей обвинения потерпевших нет претензий к подсудимым, но эти претензии есть у бывшего главы республики Евкурова, который в момент своей отставки очень сильно хотел, чтобы эти люди сидели как можно дольше. Более того, из показаний свидетелей обвинения защиты становится очевидным, что на самом деле давление на представителей власти, пользуясь своим должностным положением, оказывал на самом деле Евкуров, а не подсудимый. Евкуров использовал все ресурсы, в том числе подконтрольные СМИ, ТВ, радио, соцсети, создавая положительный фон к факту подписания незаконного соглашения, а также в целях подавления недовольств, связанных с передачей земли и дискредитацией участников протеста. Велась активная антипропаганда протестных акций, граждан предупреждали о незаконности этих публичных мероприятий, хотя они были согласованы. Делалось это в целях не допустить многочисленности этих митингов. Но граждане республики, наоборот, считали своим долгом выйти и выразить своим участием хотя бы в митинге несогласия с произволом властей. Стоит обратить внимание на то, какие вопросы задавал прокурор свидетелям и потерпевшим в ходе судебного следствия. Большей части это были провокационные и наводящие вопросы. Например, подводя к тому, что якобы соглашение было заключено на взаимовыгодных условиях, соответственно, причин для проведения митинга, выражения протеста на самом деле не было, прокурор задавал вопрос, какая часть земель перешла Чечне, а какая часть перешла Ингушетии. Прокурор либо умышленно делал вид, либо в силу невежества действительно не понимал, что дело не в этом, что протесты были основаны не на том, кому что передали. Сами подсудимые неоднократно отмечали это, что возмущение народа в связи с заключением соглашения в первую очередь вызвала сама процедура, точнее нарушение процедуры, а не предмет и условия соглашения. Важно было, что сделала региональная власть и как она это сделала. Акцентируя внимание на вызове депутатов в шариатский суд, прокурор умышленно игнорировал случай с Ахмедом Барахоевым, когда председатель парламента Чечни, герой России Даудов, приглашал его к шариатскому разбирательству. Этот случай дает основание сделать два вывода. Призывать к урегулированию спора посредством религиозных норм можно большим чиновникам, но нельзя простым смертным. Либо это все-таки свидетельствует о том, что вне зависимости от рангов и чинов в ингушском, чеченском обществе люди иногда обращаются к религиозному деятелю в целях урегулирования конфликтной ситуации. Если рассмотреть ситуацию шариатским судом в контексте давления на представителей власти, необходимо отметить, что в Кадиат, допустим, никогда не вызовут прокурора действующего республики, начальника ФСБ, руководителя МВД, председателя правительства действующего, некоторых депутатов парламента, так как перечисленные должности в настоящей республике занимают люди другой национальности и вероисповедания. Тогда о каком глобальном давлении посредством этого на органы власти может идти речь? Что касается действий председательствующего, не могу не ответить, что в целом судебный процесс прошел на достаточно профессиональном уровне, продуктивно и с соблюдением принципа равноправия сторон, за исключением случаев рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Глубокое заблуждение судьи заключалось в том, что подписанное соглашение для настоящего процесса не имеет никакого значения, тогда как это соглашение сыграло ключевую роль во всех событиях, происходивших тогда и происходящих сейчас. Фактически настоящий судебный процесс можно назвать следствием заключения этого соглашения. Поэтому, когда судья говорит, что его не интересует процедура подписания соглашения, кто был за, кто был против, тем самым судья абстрагируется от основы, от первопричины всех последующих событий. Понятное дело, что в настоящее время в настоящем деле не должна даваться юридическая оценка этому соглашению. Это уже сделано аж двумя конституционными судами в нашей стране.
Но события вокруг подписания этого соглашения, фальсификация, связанная с ним, давление главы республики в целях протолкнуть этот противозаконный акт, показания депутатов, иски в суд, заявление в Следственный комитет, все это должно интересовать вас, уважаемый суд. Вы должны понимать, что вас это должно интересовать в первую очередь, потому что вы обязаны всесторонне и полно исследовать все обстоятельства, связанные с этим делом. А подписание соглашения, по сути, явилось первой провокацией со стороны руководства республики и реальной причиной массовых протестов. Не стремление к власти, как утверждает обвинение, не деньги или другие преференции, а нарушение закона послужило причиной для протестов. И, как выясняется, обоснованной причиной, так как народ не абстрагировался от важной проблемы. Народ сравнил то, что говорят депутаты, с тем, что говорят глава и председатель правительства, и народ понял, что последние врут. Уважаемый суд, хочу обратить внимание, что фактически обвинительное заключение и доказательства, на которых оно основано, свидетельствуют о превышении полномочий сотрудниками полиции, Росгвардии, а также представителями исполнительной и законодательной власти республики. Материал настоящего уголовного дела в этом смысле является базой для привлечения к уголовной ответственности вышеперечисленных должностных лиц. В этой связи я хотел бы продемонстрировать вам, как на самом деле должно было звучать обвинение по настоящему делу. Я попросил вас не перебивать, это буквально займет 2 минуты. Оно должно было звучать следующим образом. Осознавая общественную опасность своих действий, руководство исполнительной и законодательной власти, а также правоохранительных органов республики, совместно с прикомандированными сотрудниками Росгвардии, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде возможных массовых протестных акций и волнений в народе, в ходе которых не исключено причинение гражданам республики и сотрудникам правоохранительных органов вреда здоровью различной степени тяжести, представители исполнительной и законодательной власти, руководствуясь мотивом сохранения своих должностей и властных полномочий, а сотрудники правоохранительных органов, руководствуясь в своих действиях беспрекословной подчиненностью вышестоящему руководству, а также политической солидарности к действующей власти, несмотря на противозаконность действий представителей исполнительной и законодательной власти республики, объединенные совместным желанием привлечь к народным волнениям максимальное количество людей и внимание средств массовой информации, создав тем самым большой общественный резонанс не только в регионе, но и в стране в целом, представив лиц, участвующих в публичных акциях, как злостных нарушителей, тем самым пытаясь заранее оправдать свои дальнейшие незаконные действия по задержанию и уголовному преследованию этих лиц в интересах руководства региональных властей, в том числе в качестве показательного примера для остальных граждан региона и страны, намеревающихся воспользоваться своим законным правом на проведение публичных мероприятий. При этом в нарушение закона умышленно согласовывая эти публичные мероприятия, представители власти, используя в корыстных целях свой административный ресурс, оказывая психологическое давление на подчиненных путем оправдания своих незаконных приказов и поручений, намекая на возможное привлечение к дисциплинарной ответственности, в том числе и увольнение за их невыполнение, при исполнении своих должностных обязанностей и в связи с исполнением ими этих обязанностей провокационно заставляли подчиненных насильственно вытеснить граждан, которые не нарушали общественный порядок, вызывая при этом сотрудников Росгвардии к мужскому достоинству и корпоративному единству, манипулируя замещением вышестоящей должности по отношению к подчиненным, в том числе умышленно не покидая место скопления граждан и своим присутствием обязывая любым способом обеспечить вытеснение, как особо уважаемых представителей старшего поколения из числа жителей республики, так и представителей женской части населения, демонстрируя стойкость своих незаконных требований и решимость в их отстаивании в целях возбуждения агрессии, упоминая исторические факты о развитии целостности и мощи системы органов внутренних дел в России, открыто и цинично демонстрируя свою безоговорочную политическую приверженность и лояльность действующему на тот момент главе республики и иным должностным лицам, несмотря на противозаконность его действий и поддерживая среди сотрудников агрессивные настроения и обещания быстрого решения задачи путем численного преимущества, а также преимущества вооружениями и оснащенностью спецсредствами, стимулируя сотрудников Росгвардии обещаниями возможного получения по результатам вытеснения очередного звания или поощрения, в итоге превысили свои полномочия и, незаконно применив силовой метод вытеснения мирно собравшихся граждан со стоянки перед административным зданием НТРК Ингушетия в городе Магаз, совершили действия, подрывающие авторитет правоохранительных органов и способствующие росту недоверия со стороны населения по отношению к органам правопорядка. Между тем, как установлено в ходе судебного следствия, руководство правоохранительных органов находилось в служебной зависимости и под влиянием политического авторитета представителей федерального центра. Также установлено, что упомянутое влияние из центра осуществлялось по каналам закрытой связи.
Тем не менее, это не помешало действовать сотрудникам Росгвардии под непосредственным и согласованным руководством должностных лиц, офицеров руководящего состава Бачудина, Зубова, Кавы, Полищука и других неустановленных руководителей правоохранительных органов, превышавших свои должностные полномочия, установленные действующим законодательством, в соответствии с единым для них преступным умыслом. Осознавая, что перед ними мирные граждане и уважаемые в народе законопослушные представители различных и многочисленных тейпов Ингушетии, то есть не уголовники, не рецидивисты, не коррупционеры из органов власти, а обычные граждане, наделенные правами и преследующие законные интересы, которые в соответствии с Конституцией России и Республики, законом о митингах, законом об общественных объединениях охраняли общественный порядок и обеспечили своим присутствием общественную безопасность, не желая нарушать требования закона и действия исключительно в целях недопущения столкновения с представителями власти. Не допуская их ранее и избегая возможности их допущения этих столкновений впоследствии. Представители правоохранительных органов все-таки умышленно предприняли силовое вытеснение и необоснованно применили в отношении граждан насилие. Наносили удары руками и ногами, палками, металлическими щитами и их частями, ошибочно считая, что такими действиями возможно будет урегулировать ситуацию и обеспечить общественный порядок. В итоге указанные действия сотрудников правоохранительных органов только усугубили ситуацию, и руководящие должностные лица силовых ведомств, планировавшие, готовившие, руководившие вышеуказанными действиями, по сути добились поставленной задачи, то есть спровоцировали на сопротивление силовое. В результате вышеуказанных противоправных действий работников органов правопорядка 57 представителей власти испытали физическую боль, без серьезных телесных повреждений, а 10 представителям власти были причинены телесные повреждения. Кроме того, телесные повреждения были нанесены гражданам, находившимся на площади. В результате незаконных, тактически непродуманных действий представителей власти осуждены по части 1 статьи 318 более 50 человек. Под следствием находятся наши подсудимые еще несколько человек. К административной ответственности привлечены около 300 человек. Таким образом, в период с мая 2018 года по март 2019 года в результате деятельности руководства республики и других должностных лиц, направленных на обострение политической обстановки в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе, совершены преступления уголовного характера, которым не дана соответствующая правовая оценка и которые остались без внимания со стороны органов следствия, прокуратуры и суда. В этой связи целесообразно было бы, чтобы на скамье подсудимых должностные лица, которые умышленно по предварительному сговору, руководствуясь враждой по национальному признаку, спровоцировали ситуацию, в результате которой в субъекте Российской Федерации возникла острая кризисная общественно-политическая обстановка. И именно в отношении этих представителей власти сейчас должно было вести судебное следствие по следующим статьям. Статья 42 УК РФ, которая предусматривает ответственность за исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Статья 141 УК РФ за воспрепятствование права участия в референдуме. Статья 207.2 РФ за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия. Статья 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями. Статья 286 за превышение должностных полномочий. Статья 294 за воспрепятствование осуществлению правосудия. И это минимум статей, по которым можно было возбуждать не показные, а реальные уголовные дела. Тем более, если говорить о преступлениях с коррупционной составляющей, о которых говорили Совет Тейпов, Баров Чемурзиев, Погоров Ахмед. И в обвинительном заключении интересная формулировка, что якобы призывая людей на митинги, они в том числе посредством вот этих вот коррупционных скандалов со стороны и махинаций со стороны представителей власти завлекали людей в митинги. И, как утверждает обвинение, часть этих коррупционных схем, она подтвердилась. То есть они сами подтверждают тот факт, что все заявления этих лиц, они были аргументированы. Уважаемый суд, рассматриваемое дело довольно простое, если подходить к нему с юридической, с правовой точки зрения. Однако в силу имеющегося политического окраса и явно заказного характера это дело оказалось обремененным внепроцессуальными событиями. Ярким свидетельством чему является нахождение подсудимых под стражей уже третий год без единого на то основания. И, как я уже говорил, дело на самом деле является политическим, потому что оно связано изначально, как я обращал внимание, причиной послужило это соглашение, то есть политический шаг руководства республики, которым была недовольна большая часть населения. Кроме того, показательным является момент, мы эти видеоматериалы представляли здесь, исследовали в ходе судебного следствия,
что политическая фигура, то есть человек, занимающий политическую должность, высшую должность в республике, сидел и говорил, что этих людей нужно сажать. Не только этих людей, а вообще те лица, которые участвовали в этих мероприятиях, они должны быть привлечены к ответственности, как административной, так и уголовной. Особенно это касалось жестко организаторов якобы этого мероприятия. И на самом деле по поручению этого политического деятеля очень много людей, вот оговорил, что более 300 человек было привлечено к административной ответственности. То есть это было указание со стороны политика, и это указание воплотилось в реальность. И впоследствии показательным моментом является, что эти штрафы в большей своей степени они были отменены. И отменены они были по причине того, что они были обжалованы в вышестоящую инстанцию. Неотмененными в большей части остались те штрафы, которые просто-напросто не обжаловались. То есть гражданам либо не было времени, либо не было интереса, они заплатили штраф и закрыли этот вопрос. Это о чем говорит, что было незаконное, получается, указание привлекать к ответственности. Это указание воплощалось в реальность, и впоследствии представителям органов судебной власти эти указания признавались незаконными. То же самое касается уголовного преследования. И кроме того, мы вам продемонстрировали запись, ладно, допустим, что по результату этих событий, утро 27 марта, то интервью это было 28 или 29 марта, когда глава сидел и говорил, что всех надо сажать, наказывать и так далее. Возможно, он это заявление сделал на эмоциях. Но мы вам продемонстрировали запись, которая, это было интервью каналу ГТРК Ингушетия после объявления об отставке главы республики, бывшего главы республики Евкурова, и на котором он сидит и говорит: если меня спросить, я и сейчас хотел бы, чтобы эти люди сидели дольше. То есть, если говорить о наличии какой-то вражды политической, любой, то у них к нему не было, но явно явствует из материала уголовного дела, что у него была к ним какая-то вражда. И поэтому не назвать это дело политическим просто невозможно. И в этой части, в эти правозащитные организации, которые на данный момент в том числе преследуют за то, что они называют некоторых заключенных политическими, некоторые дела политическими, их можно понять, они на самом деле обосновывают точку зрения, что и раскрывают политическую мотивировку тех или иных уголовных судебных процессов, которые есть у нас в стране. И это нельзя расценивать как оправдание. Вот, допустим, их сейчас обвиняют в том, что они организовали экстремистское сообщество, и правозащитная организация признала их политзаключенными. Это не значит, что они оправдывают экстремизм. Здесь ни один человек, участвующий в этом процессе, не оправдывает терроризм. Терроризм, экстремизм – это все зло. Здесь говорится о том, что в их действиях не было ничего экстремистского. В действиях других там лиц, возможно, тоже не было ничего террористического. Об этом идет речь. То есть это своего рода призыв к суду пристально изучить материалы дела и понять, что в этом судебном деле есть какая-то политическая подоплека, на которую суд, грубо говоря, который суд не должен следовать. То есть он должен всесторонне и полно исследовать материалы дела и вынести объективного решения в рамках конкретного спора. Поэтому, когда некоторые говорят, опять же, в нашей республике, что можно называть этих людей политическими заключенными, сверхполитическими заключенными, ссылаясь на то, что у ПК РФ не предусмотрен такой термин, есть просто заключенные, но политические заключенные, такого термина нет. Мы с этим отчасти согласны, на самом деле этого не должно было быть, но факт и обстоятельства складываются таким образом, что когда дело политически мотивировано, хочешь ты или нет, этих людей нужно называть политическими заключенными, потому что это уголовное дело, их заключение под стражу, их нахождение на скамье подсудимых, оно непосредственно связано с политикой. И в данном случае с политикой конкретного лица, бывшего главы республики Евкурова. Все доказательства в ходе судебного следствия нами тщательно изучены, уважаемый суд. И для стороны защиты после изучения доказательств очевидна невиновность всех подсудимых в предъявленном им обвинении. В этой связи я попросил бы вас при даче оценки тем или иным доказательствам, на которые опирается сторона обвинения, не забывать сопоставлять их с другими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. На мой взгляд, при вынесении итогового решения по делу было бы целесообразно, чтобы вы в первую очередь сопоставили между собой доказательства стороны обвинения, которые явно противоречат друг другу, и каждое последующее доказательство опровергает предыдущее, представленное стороной обвинения. Взять хотя бы показания некоторых свидетелей обвинения и потерпевших, которые идут вразрез с данными видеозаписи, заключениями экспертов и другими доказательствами, имеющими материал дела.
После сопоставления между собой доказательств обвинения, уважаемый суд, необходимо сопоставить доказательства обвинения со всеми доказательствами стороны защиты. После чего противоречий и несоответствий в обвинении станет еще больше. Всестороннее, полное и беспристрастное исследование всех материалов дела в совокупности позволит вам с уверенностью, без угрызения совести, о которой здесь много говорилось, вынести объективный и справедливый оправдательный приговор. Уважаемый суд, подсудимые по делу должны быть оправданы. И я хотел бы учесть все, что было сказано. И спасибо всем за внимание. И извиняюсь за то, что слишком долго.